друзья! Проект Центральной районной библиотеки Букдей, который за несколько лет своего существования полюбился нашим читателям, стартует сегодня в новом 2025 году. Прошли любимые новогодние праздники, наступили рабочие будни. Зимой темнеет рано, и так приятно вечером устроиться в уютном кресле и почитать интересную книгу. Сегодня в проекте Букдей мы хотим порекомендовать такие книги для чтения, которые заинтересуют читателей всех возрастных групп, и молодежь, и людей старшего возраста. Это книги, изданные российским издательством «Азбука Атикус» в серии «Большие книги». Название серии «Большие книги» не означает размер книги. Оно отражает значимость произведений и, конечно, уникальность полиграфического оформления. Я хочу познакомить вас с 3 книгами этой серии. Одна из них – самый известный и любимый читателями роман Вениамина Каверина «Два капитана». Это не просто книга, это книга-эпоха. Прочесть ее все равно, что прожить суровую, полную незабываемых приключений жизнь. Вместе с главным героем Саней Григорьевым читателю предстоит узнать тяжелое беспризорное детство, тяготы войны, открыть тайну исчезновения полярной экспедиции и завоевать сердце любимой девушки. Роман переведен на многие языки мира, был дважды экранизирован, а его героям поставлен памятник в родном городе автора Пскове. В настоящем издании текст сопровождается прекрасными классическими иллюстрациями известных художников Федора Глебова и Петра Луганского. Даже обложку этой книги иллюстрировали эти 2 художника. Хочу немного остановиться на творчестве художников-иллюстраторов. Сразу почему-то вспоминаются слова Алисы Льюиса Кэрролла. «Ну и скукота эти книжки без картинок», — говорила она. А ведь действительно, почти каждый из нас, взяв книгу с полки, перелистывает ее в поиске иллюстраций, стараясь угадать сюжет. Художник-иллюстратор решает очень непростую задачу. Пережив, пропустив сквозь себя все события, происходящие в книге, он должен оживить ее персонажей, угадать, каким должен предстать тот или иной герой перед миллионами читателей, так, чтобы сделаться для каждого таким, каким его представляют. «Ты прочел жизнь капитана Татаринова», так говорил сам себе Саня Григорьев. Художники-иллюстраторы этой замечательной книги Глебов и Луганский также постарались прожить жизнь Сани в своих иллюстрациях. Эти слова очень точно выражают отношение всех художников-иллюстраторов к своей работе. Каждый иллюстратор должен быть очень хорошим рассказчиком. Каждая картинка должна отображать сюжет книги, дополняя общий смысл. Впервые роман «Два капитана» был издан в 1938 году в детском журнале «Костер», а после этого переиздавался еще более 120 раз. И многие издания украшали работы художников-иллюстраторов. Вот показываю вам одну из иллюстраций, где Саня Григорьев думает о полярной экспедиции вечером, размышляет о том, как он ее найдет. Известные художники Федор Глебов и Петр Луганский в своих иллюстрациях к роману очень точно, правдиво, с большим художественным мастерством отображают события, о которых повествуется в романе «Два капитана». А теперь я покажу вам 2 занимательные книги, которые самый скучный зимний вечер превратят для вас в очень интересный. Написал их всемирно известный мастер детективного жанра, автор множества произведений о гениальном сыщике Артур Конан Дойль. Но, к сожалению, классические переводы этих рассказов и романов, которые переводились, давно страдают известными недостатками. В них обнаруживаются расхождения с оригиналом текста, пропуски и бывают даже откровенные ошибки. А вот эти 2 книги, первая «Этюд в багровых тонах»,
Вот такая красивая книга необыкновенная. И вторая книга «Собака Баскервилли и его прощальный поклон. Архив Шерлока Холмса». Уникальнейшее издание. Почему, спросите вы? Да потому что все произведения цикла переведены заново известными мастерами перевода Людмилой Бриловой и Сергеем Сухаревым. При этом в книге включены воспоминания Конан Дойля, чем и цены эти книги, предисловие к ранним публикациям, некоторые интервью писателя. И большой плюс – эти две книги богато иллюстрированы и снабжены обширнейшими комментариями. Авторы иллюстраций – известнейшие британские художники XIX века Сидни и Уолтер Пэджетт, Гилберт Холлидей. Книги, о которых я рассказала сегодня, рекомендую к прочтению. Все 3 книги есть в нашей библиотеке. Жду ваших вопросов. Вопросов нет. Спасибо за внимание. До новых встреч в проекте Book Day.